Ожидалось, что большой зал лесного института будет переполнен. Надзорное ведомство разослало 400 приглашений, но занятыми оказались только первые ряды. На ликбез пришли представители нескольких бюджетных организаций и один фермер. И это при том, что именно на таких встречах специалисты Россельхознадзора буквально на пальцах объясняют, чего делать категорически нельзя, а что нужно, чтобы не попасть под штрафные санкции. Сегодня, например, во время каждой второй проверки в рамках фитосанитарного надзора ревизоры выявляют нарушения. Это и отсутствие документов на, в том числе и пищевую продукцию. Это отсутствие документов на подкарантинную продукцию, которая перемещается по территории России. Это отсутствие документов на реализуемые семена. Вот сейчас у нас начинается посевной сезон, и вот сталкиваемся мы повсеместно, что семена торгуются у нас без документов. Вот это вот такие типовые массовые нарушения, которые нами выявляются. Такая же картина и по ветнадзору. Нарушений масса. Ситуация к лучшему не изменилась даже после того, как надзорное ведомство сократило количество проверок. И в некоторых случаях пошло на смягчение наказания. Вместо штрафа организации отделывались просто предупреждением. Однако надежда на добросовестность хозяйствующих субъектов не оправдалась. Халатность осталась их главным недостатком, считают в Россельхознадзоре. Получается, что вот основная масса нарушений в первом квартале 2018 года приходится на бюджетные учреждения. Вот, что очень прискорбно, да, то есть там и отсутствие документов на продукцию, и несоответствие документов, и также с истекшими сроками годности. То есть бюджетные учреждения в основном у нас это вот детские сады, школы проверяются, да, социальные объекты. И все же надзорное ведомство считает, что общий язык с подконтрольными ему организациями нужно искать именно на таких встречах. Ведь где еще слушатели смогут получить исчерпывающие ответы на свои вопросы? Например, что делать, если заявка была на 100 килограммов мяса, а привезли 120? Впрочем, двоечникам все равно придется обратиться за помощью к надзорным органам. С 1 июля этого года ветеринарная сертификация будет проходить только в электронном виде. И оформлять ее надо будет поучиться. Елена Кононова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.